Күчен айчарык сайын. Күчен айчарык сайын Хакасия Республикасынын эл артисти, Хакасия Республикасынын искусствосынын эмгек сиңирген ишмери. Күчен көп кырдуу талант ээси, музыкант, көмөкөй менен ырдоо боюнча чебер, скульптор, сейрек кездешкен улуттук аспаптарда ойногон чебер устат. 1997 жылдан бери Хакастардын Сапчылар фольклордук тобунун жетекчиси. Күчен айчарык сайын. Вячеслав Николаевич Кученов, народный артист Республики Хакасия, заслуженный деятель искусства Республики Хакасия. Кучен – всесторонне одаренный музыкант, скульптор, виртуоз горлового пения, мастер, владеющий игрой на редких национальных инструментах. С 1997 года является руководителем хакасской фольклорной группы «Сапчылар» «Вестники». Друзья, я не буду говорить о том, что как мы там героически боремся за возрождение хакасского эпоса, работа идет, это потомки уже скажут. Старались мы или же мы лентяями были. Я хочу заострить на одном именно в сохранении эпоса. Я очень много думал на эту тему, мы очень много думали на эту тему, и пришли к выводу, что все же, пока мы не сделаем сказительство как профессию, да, у нас, наверное, я так думаю, что не получится ничего. Почему? Потому что сейчас все держится на энтузиазме. Довольно в таком активном энтузиазме. Но то, что не обязательно, оно всегда ведет к увяданию. Конечно, традиционные формы они сохранились и у нас тоже. То есть, когда мы исполняем, нам тоже дают там стек, да, там, или азахшолы, то есть вознаграждение там, но на это жить невозможно, понимаете, прожить невозможно. Поэтому нам нужно подумать внимательно, как это сделать, каким образом сделать, чтобы все-таки сказитель это была профессия, и не соединять их в артистов, вокалистов или же актеров театра и так далее, потому что артисты, вокалисты и актеры, они защищены, социальная поддержка у них хорошая, трудовым кодексом они защищены. А вот именно сделать отдельно, чтобы сказитель была как профессия, как, например, там бухгалтер, да? Кто там еще у нас там, водитель автобуса, да, чтобы сказитель, чтобы он, находясь даже, например, в тайге, он был просто привязан к какому-то сельскому клубу, где будет эта вот ставка, и он будет получать какие-то зарплаты, но он будет заниматься только сказительством. Приходя в филармонию или в театр, ему приходится присмыкаться перед художественным руководителем там, и так далее. И в итоге, а тем более хакасы, они не любят присмыкаться ни перед кем, понимаете, они просто разворачиваются и уходят, там, понимаете. Это, да, если не нравится, еще пытаются навредить этому худруку, чтобы он, это, у нас такие, наверное, хакасы, кыргызы, они очень близкие в этом характере, по характеру там и так далее. Я считаю, что и именно сделать профессии, чтобы это была сказитель как профессия. И ни один сказитель, чтобы не зависел от каких-то там худруков, там, начальников и так далее. Тогда у него будет какое-то средство более-менее к существованию. А саму градацию, как их сделать, там, в 3 ступени там, сказителя, да, там, 1 ступень, 2, там, и выше, например, самый сильные сказители должны все-таки быть, у них зарплата примерно должна быть как депутатская. Там 4-5 сказителей, да, в республике, например, это небольшая нагрузка для республики. Да, это небольшая нагрузка, но зато они будут великолепными сказителями, и у них будет депутатская зарплата, и они не будут думать ни о чем, только вот о сказительстве. Второе, я хочу заострить внимание. Все-таки якутский наш друг сказал правильно. Мы должны сохранить традиционную, каждый народ должен сохранить традиционную форму исполнения героического эпоса. Потому что
часто бывает на эпических фестивалях приходят экспериментаторы, которые там используют там какие-то разные техники там, и так далее, а традиционной нету формы. Это очень заметно. Там приезжаешь в какой-нибудь фестиваль, там, исполняешь чисто традиционное исполнение, а потом тебе задают, а почему ты не используешь разные стили горлового пения? Ну не используется в хакасском эпосе двухслойное исполнение, монохромное исполнение, хай идет, потом речитатив идет. Все, это традиционное исполнение. Никаких там стилей, других, причем исполняется только стилем кюледа, то есть средним стилем, нижним стилем. Считается это вообще нельзя этого делать. Это кощун звучит, считается, когда петь эпос там таким нижним стилем. Нельзя этого делать. Поэтому на это тоже надо обратить внимание, что вот традиционное исполнение, оно должно быть очень важно, самое важное. И еще один, на что я хотел бы обратить внимание, что именно вылетела из головы третья форма. Так, ну вот профессия, да, традиционная форма, и ладно. Может быть, вспомню, потом попозже скажу. Вот только что думал об этом и вылетело с головы. Да. Вот. Ну, наверное, все. Пока вот самое важное это вот говорить профессия и чтобы аутентичность исполнения, да. Не надо мешать эти разные стили горлового пения в эпосе, это все тайна, это все неправда, понимаете, вот и так далее. Ну все, спасибо, наверное, дальше можем. Kurgun gözü güllemez